Только за эту неделю в Сыктывкарский травмпункт обратились больше полусотни горожан. Зачастую кровососов на себе пациенты привозили из южных районов Коми. В перевязочной членистоногих извлекают и отправляют в лабораторию. Специальное приспособление, которое мы снимаем клещей. Это делается примерно так. Мы заводим под клеща, если так вот, и крутящими движениями его выкручиваем. Не больно это? Это не больно совершенно. И складываем его в баночку обязательно. Из лаборатории результаты приходят в тот же день. Из 144 исследованных в мае клещей 4 были носителями вируса. Пострадавшим от них горожанам приходилось возвращаться в травмпункт за порцией иммуноглобулина. Провести иммунопрофилактику необходимо как можно быстрее, говорят врачи. Но зачастую сами пациенты затягивают с визитом. И только потому, что очень поздно обнаруживают присосавшегося кровососа. Обычно на второй, на третий день, когда люди начинают обнаруживать, у них это место начинает болеть. Место укуса. И тогда они начинают паниковать, бежать к нам. Клещ – насекомое хитрое и не заинтересовано в том, чтобы его обнаружили. К тому же он еще и гурман. Клещ любит на теле человека такие участки с тонкой кожей. Обычно это за ухом, в паховых складках, подмышках, волосистая часть головы. Но он может присосаться и по большому счету в любом участке, где попал и где начал свое присасывание. Но излюбленные места – это, конечно, тонкая кожа. Треть всех обратившихся в Сыктывкарский травмпункт были привиты. Правда, и у таких людей шанс заболеть есть. Не клещевым энцефалитом, конечно, но хворью не менее опасной. Это так называемая болезнь Лайма или боррелиоз. В этом году в лаборатории уже у 3 насекомых нашли возбудитель клещевого боррелиоза. По информации инфекционных врачей, пока не госпитализирован ни один житель Республики Коми с клещевым энцефалитом или болезнью Лайма. Обычно такие пациенты в инфекционную больницу попадают надолго. Лечение очень специфично, но результат всегда положительный. Виктория Палкина, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.